Andrew and McNeely, lanes 4 and 5. They tied this morning at 00.18. Michael Andrew, American record holder this minute, 58.14 from the Omaha Olympic Trials in 2021. Andrew takes it out and is strong, 27.74 ahead of Nick Fink at 28.03. Fink coming off an outstanding World Championships in Fukuoka, silver in the 50 breast, silver in the 100 breast, and part of the gold medal winning 400 medley relay. Fink in the one, trying to close in with Petroshan right there. Still Michael Andrew though, looking long and strong from lane 4. Can he hang on for this victory? Petroshan might have the touch. It is Petroshan, 59.46, barely ahead. Michael Andrew, 59.52 for the silver, and third is Nick Fink, 59. It is Petroshan. Ну, где-то до класса 9 я был беспредельщиком, прям абсолютным. Я стабильно раз в месяц ходил к директору, меня вызывали. Вот, был я, еще моих двое одноклассников, постоянно это мы проявлялись в чем-то. Вот, учился, в принципе, хорошо. Даже пару раз был отличником, не помню круглым, ну, не то что круглым, по-моему, 1/4 была вот за все четверти. Вот, а так всегда был ударником, буквально там в несколько четвертях, уже после 8-9 класса пару троек было. А так, в принципе, с учебой особо проблем не было, с учетом того, что я также ездил на сборы, на соревнования. Вот. А так, по поведению, да, я был не самым примерным учеником. В настоящее время я тренируюсь и живу, и учусь в Соединенных Штатах Америки. Находиться от дома далеко мне уже не так тяжело, я, наверное, к этому привык, потому что когда мне было 14 лет, я уехал на полгода один в Португалию тренироваться и жить там, поэтому это был такой переломный момент, и после этого, в принципе, я к этому нормально отношусь. И, конечно же, иногда скучаю по дому, но, опять же, это не так прям сильно не влияет на меня. Что мне помогает жить? Это все-таки, наверное, спорт. Тем, кем я стал, кем я сейчас являюсь, определенно 100% я бы сказал, что сыграло плавание свою роль, как я развил свою дисциплину, что ли, или вообще свой характер построил. Это все от плавания, и я понимаю, что если бы не плавание, я был бы абсолютно сейчас другим человеком. Что мешает жить, да не знаю. В принципе, не жалуюсь, все хорошо. Я не особо любитель читать, даже больше признаюсь, за всю свою жизнь, и мне не стыдно об этом говорить, я, в общем, от начала до конца прочитал 3 книги всего. Вот, первую книгу я помню, по-моему, прочитал в 2019 году. Я выбирал те книги, которые мне интересны, которые я с удовольствием бы читал, а не те, которые мне советуют. И вот, знаете, очень много мне советовали. Я говорю, я не люблю читать, и мне говорят, вот, почитай эту книгу, почитай эту книгу. Мне неинтересно, я просто не хочу, чтобы в никуда просто читать и даже не думать о ней. Поэтому первую книгу я прочитал об белорусском хакере. Он написал свою книгу «Как я украл свой первый миллион» или «Исповедь раскаявшего кардера».
Я помню, ее меньше чем за неделю прочитал. Мы были на соревнованиях в Будапеште в Кубке мира, и я вот в любое свободное время, даже мы ехали с отеля в бассейн, с бассейна в отель, я ее читал. И после разминки, где-то оставалось 30-40 минут до старта, я тоже сидел и читал ее. Вот. И последняя книга, которую я прочитал, была «Киберпреступник номер 1». Это уже от американского автора. Вот. Это рассказывает о том, как один просто молодой человек, мужик, как молодой человек создал теневой магазин, где абсолютно все продавалось. И вот опять же, как его ловили, как он начал с этого, как он что делал, как он этим магазином управлял и как его потом ловили. Вот, не знаю, мне это очень интересно, я вот с большим удовольствием все это читал. Я бы не сказал, что я умею готовить. Я умею жарить мясо. Я очень люблю жарить мясо. Вот, по кухне каких-то предпочтений особо нету. Я, в принципе, все люблю покушать. Все, что вкусно. Вот, поэтому вот так, определенно кухни нету. Больше всего мне, конечно, нравится здесь, в Кыргызстане, так как это мой дом, и, в принципе, мне здесь очень нравится. Вот. А если где-то говорить про заграницу, мне тяжело сказать, потому что, опять же, это очень большая разница, когда ты едешь туристом и когда ты там живешь долго. Вот я был в восторге от Америки, когда мы ездили туда буквально на недели-две, я всегда говорю, вот, мне очень нравится Америка, потом я поехал туда жить, и, узнаете, уже не так сильно нравится. Но я не буду, наверное, банальничать про посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Хотя это тоже, в принципе, знаете, то, что я хотел бы сделать. Вот, наверное, узнать, на что способно твое тело, начать заниматься спортом и, конечно же, поддерживать себя всегда в тонусе. Я думаю, это очень круто. И надеюсь, у меня так получится после того, как я после того, как я закончу профессиональный спорт. Вот. Еще вторая вещь, наверное, попутешествовать, обязательно путешествовать, как минимум начать. Я бы очень с удовольствием хотел бы путешествовать по Кыргызстану, потому что я особо, кроме Бишкека и Искуля, нигде не был. Я очень хочу попутешествовать, потому что у нас очень крутая страна, с очень крутыми местами, красивыми, еще круче, еще с более крутыми людьми. Вот, я бы очень хотел попутешествовать по Кыргызстану, но, к сожалению, у меня времени не так много. Вот, но я надеюсь, когда-нибудь у меня обязательно получится. Третья вещь. Третья, не знаю, честно, сложно сказать. Наверное, пожелание молодежи, да и в принципе я сам молодежь считаюсь, поэтому, наверное, быть верным себе, не поддаваться на какие-то провокации, не быть, наверное, в плохом окружении, потому что
окружение очень тоже сильно влияет. Вот. И как бы не влияло окружение, все равно от человека тоже очень много зависит, поэтому я думаю, просто главное быть преданным себе в первую очередь. Это, то есть, держать, возможно, слово, какие-то быть верным своим принципам, наверное, вот так я хотел бы сказать, потому что я вот сам понял, что это очень важно в жизни, вот. И, в принципе, следовать своей мечте и ставить какие-то цели и идти к ним. Как бы банально не звучало, но это так и есть. Это то, что помогает мотивировать себя. Вот.